Для многих родителей август стал жарким месяцем не только в плане температуры, ведь детей необходимо собрать в школу. А сделать это некоторым довольно непросто, учитывая цены на школьные товары. Поэтому активисты-единороссы решили присоединиться к акции «Собери ребенка в школу». Постелин бежен. Не греби постелин. Помастер, часовая дедия. Тетради дедия. В одном таком рюкзаке находится несколько штук тетрадей, ручек, пачка фломастеров, а также альбом для рисования. В общем, стандартный набор канцелярии для учащихся начальных классов. Пока одни в который раз переступят школьный порог, другие в поход за знаниями отправляются впервые. Знакомство со школой предстоит и Исламу Расуеву. Подарку будущий первоклассник очень рад. Нравится. Нравится? А ты не хочешь узнать, что там внутри? Хочу. Так, посмотри. А пока что там дома посмотрю. Наборы специально предусмотрены как для мальчишек, так и для девочек. Больше самих детей такому подарку радуются их родители. Лида Баркинхоева, к примеру, воспитывает детей одна. Для меня это огромная помощь, если честно. Просто когда у вас два школьника, если хоть что-то помогает, это здорово. Тагын ваштет столж инису охшер дешта дагыты школе да учитель да истхала кайнеге хайни вашта да пока школе детям бер сунч оху. Акцию «Собери ребенка в школу» единороссы проводят на протяжении 7 лет. Ежегодно подарки в виде портфелей с канцелярскими наборами получают порядка 300 детей. В принципе, с первых дней работы местного отделения ведется учет малоимущего населения, если касательно города, допустим, городского округа, город Сунжа. И по ним уже мы отслеживаем социальное положение населения. И по ним уже как бы созваниваемся, спрашиваем, как у них, ну что, может у них что-то изменилось, допустим, да. И, в принципе, таким путем составляли списки и непосредственно взаимодействие с секретарями первичных отделений, которые у нас есть на местах. Планируют провести акцию организаторы непосредственно и в День знаний. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.